Человечество живет в интернете. Философы, ученые, политики размышляют о неопределенном будущем. Таково время, отпущенное нам с вами в самых общих чертах. Не нагнетая, а где-то даже и рискуя увеличить число телезрителей, которые будут переключать наш канал на сериалы и на всякого рода развлечения, мы начинаем серьезный разговор. Разговор о серьезном, о нас с вами, о нашем будущем, о нашем пути. Мои спикеры в свои 83 года много ценного могут поведать нам. Олег Доменя и Сократ Джинджоля. Сократ Джинджоля и Олег Доменя. Мы изменились, мы меняемся. Поговорим о нас, о смыслах и ценностях нашей жизни до и после войны. Насколько я понимаю, серьезных научных исследований, культурологических, социологических пока нет. Но похоже, что многие люди в нашем обществе, наши граждане, они думают и размышляют в этом направлении. Почему так происходит? С моей точки зрения, это происходит, во-первых, потому что есть такое свойство у человека неравнодушие, да? По отношению к обществу, в котором ты живешь. А во-вторых, есть свойство ума все анализировать, наблюдать, осмысливать. Человечество дало различные пути развития, различные общества. Ну, мы уже привыкли говорить о западном пути, об европейском пути, об азиатской модели развития, хотя азиатская модель, она тоже многовариантная. Говорят о русском пути, о русской дороге и так далее, и так далее. Предметно о нас мы пока еще не говорим. Возможно, что мы должны прийти к какому-то общему, может быть, отчету, мнению, или же к общей терминологии какой-то об абхазском пути или об абхазской дороге, об своемя. И вообще актуально ставить вопрос таким образом сегодня? Как вы думаете? Очень даже актуально. Прежде всего, спасибо большое за то, что вы подняли такую тему. Она, мне кажется, вообще-то столь остро и откровенно, открыто в нашем обществе вообще не ставится. Мы находимся в глубочайшем кризисе, и причем это кризис не только геополитический, не только ресурсный, это кризис психологический, это кризис ценностный, это кризис культуры, это кризис психологический. Вот человек, личность переживает глубочайший кризис. Всем придется, конечно, естественно, серьезно призадуматься, что происходит с человеком вообще на планете, каков путь самосохранения вида человека, и в рамках этого глобального планетарного проекта каждый должен искать себе место. В том числе такие поиски придется вести и нам. Будем ли мы на самом-то деле самостоятельно, вот эту самостоятельность, которой мы сегодня располагаем, развивать, укреплять, или же мы обманываем себя. Быть может, история смеется, надсмехается над нами, когда мы говорим о своей государственности, о своей независимости, о своей самостоятельности. Независимость – это не только декларация. Независимость – это человеческое. Человек внутренне должен чувствовать, что он независим. Я независим от вас. Я должен чувствовать, что я самостоятелен. Я самостоятельно могу рассуждать, размышлять и решать проблемы, которые касаются моей личности.
И так и общество, любое общество, оно должно быть самодостаточным, самостоятельным, суверенным, решать свои собственные проблемы. Об этом, к великому сожалению, вы правильно говорите, что таких фундаментальных и объемистых исследований нет. И, пожалуй, вот мы можем немножко похвастаться, в кавичках, сказав о том, что мы открыли этот центр, не вот этот центр, а в 2006 году при президенте мы открывали этот центр для того, чтобы анализировать послевоенный период Абхазии. Нет в Абхазии какой-либо научной структуры, в образовательных учреждениях, в том числе и в университете, в другом вузе, или еще в каких-нибудь структурах. Есть у нас и Академия наук. Но мы не изучаем, что же в послевоенный период Абхазии случилось, что происходит, и что мы вправе ожидать от завтрашнего дня, что мы заготовили для завтрашнего дня. Мы, кроме того, что продекларировали, заявили о своей независимости, государственности в чисто политическом, правовом плане, в социальном, культурном, человеческом плане, мы ничего не сказали, мы не знаем, куда мы идем. Мы на самом деле хотим самостоятельно идти дальше, или это просто какой-то период временного плавания? Я думаю, что независимо от того, как мы с вами отнесемся к этому вопросу, я думаю, что каждый человек когда-нибудь задает себе эти важные вопросы. Кто он, откуда, зачем и куда движется. И, конечно, он себя не отделяет от того большого социума, который называется нацией, национальностью. Абхазы в этом случае не исключение, конечно. Тем более народ, который прошел очень большой путь, очень сложный, противоречивый, и народ, который имел когда-то государственность, потом утерял, потом снова приобрел. Народ, который постоянно находился в борьбе с внешними силами, внутренними силами. Народ, который перенес геноцид один раз, второй раз. Конечно, этот вопрос каждый представитель этого народа задает себе, я думаю, с еще большей остротой. Потому что, зная в какой-то мере историю, прошлую историю своего народа, участвуя в том, что происходит сегодня, нельзя не думать о будущем. Кому мы передадим эту страну, что будет в ней, как будет развиваться абхазский язык. Это неотъемлемая часть культуры и национальной идентичности. Мы сегодня говорим о развитии абхазского языка, беспокоимся, а может быть, когда-то встанет вопрос о сохранении его, вполне вероятно, потому что такая угроза существует. Если у Баграта Васильевича Шунба есть выражение о том, что потерявший родину потерял все, можно сказать, потерявший язык теряет и родину, теряет все. Конечно, язык – это часть, может быть, культуры. Вообще вся культура, которая когда-то называлась Апсвара, и сегодня какие-то отголоски ее существуют, мы такое раздрозненное понимание имеем об этом, а исчезнет ли оно, сохранится ли, понесет ли дальше через свою жизнь молодежь, или она растворит это в общечеловеческой культуре, в которой места для Апсвара вообще не останется. Такое тоже может быть. А может, вообще не нужно это. Тоже надо думать над этим вопросом. Но если мы хотим сохраниться как нация, как народ, если мы думаем о будущем, конечно, надо сохранить все эти традиции, которые у нашего народа есть. От многого мы отказались.
Это, естественно, развитие идет. Сегодня жизнь отличается от жизни, которая была до войны. Она совершенно другая. До войны мы жили в другой реальности, мы жили при другом, так сказать, строе. Мы жили при другом, значит, режиме, советский, социалистический строй, и вдруг, так сказать, разрушается этот мир, в котором мы выросли, в котором Мы оказываемся в другой формации. мы оказываемся в другой формации. Мы не подготовлены, абсолютно. Вот вы представляете, сразу после войны люди оказались, знаете, перед разбитым, что называется, очагом, как строить дальше свою жизнь. Поворота назад уже не было. Надо было двигаться вперед. В каком направлении надо было прощупывать. Методы управления какие были? Это были советские методы, других не было. Пытались внедрять, значит, элементы демократии, в основном западной демократии. Другой тогда, собственно, и не было. Конечно, при этом самое главное, старались сохранить традиции. Вот составляющие вот этих трех, значит, из этих трех, значит, составляющих наша жизнь начинала как-то двигаться вперед. Люди впервые после войны узнали слово, задержание слова «конкуренция». Трагические случаи были из-за этой конкуренции, из-за того, что кто-то хотел, так сказать. Мы прошли тот же путь за короткое время, который прошли многие другие народы за более длительный срок. У нас не было времени, надо было быстрее проходить. Это объективный процесс, который не зависел от нас. От нас зависели те моменты, в решении которых мы сами участвовали, или которые были результатом наших действий, нашего народа. Народ, который прошел, я еще раз повторяю, такие трудности, когда встретился на границе с необходимостью уплаты пошлин, посыпались проклятия в адрес правительства. Я хорошо помню, я работал тогда. Да. Но я не хочу повторять то, что говорили люди. Не было обиды на них. Они вдруг, люди, которые прошли через все это, думали, что теперь наступила свобода, наступило, значит, время, когда они могут, значит, решать свои вопросы так, как они хотят. И они заплатили долг жизнью своих близких, своими муками, так сказать, в военное время. И вдруг появляются какие-то люди, которые говорят, что вы должны. Как мы должны? Кому мы должны? Никому мы не должны. Понять их легче можно, но строительство государства – это более сложная вещь. По моему мнению, это процесс объективный, мы уже повернуть не можем. Поэтому нам нужно сделать все для того, чтобы в этой формации, новой формации, капиталистической формации, фактически мы не только просто выжили бы, а развивались бы. Многие вопросы требуют своего решения, так сказать, но мы находимся, мы не должны забывать, что мы непризнанное государство, фактически, так сказать, частично признанное государство. И хотя мы говорим о том, что вот Великая Россия нас признала, нам достаточно, этого нет, конечно. Нет, конечно. Все то, что в экономической сфере делается с нами, что у нас нет, так сказать, продвижения вперед, в том смысле, что нам, так сказать, с инвестициями не торопятся бизнесмены, все это связано с непризнанностью. Все это связано с тем, что многие страны, многие люди, даже в России, ассоциируют нас чуть ли не в составе, понимают, как бы мы в составе Грузии. Есть силы, которые считают, что мы должны быть находиться там до сих пор. И я не говорю о Западе, это совершенно, так сказать, там однозначное, это политическое, так сказать, требование, хотя они понимают, что Абхазия никогда не вернется в состав Грузии, но все равно, так сказать, они всегда будут это. Там большая геополитика. И с другой, так сказать, наше внутреннее положение, наши внутренние дела. Если мы внешнее воспринимаем как, так сказать, то, что, так сказать, на данном этапе, то, что возможно, это сделано, и дальше продвигаемся, как бы наша главная задача в международном плане – это продвижение нашей независимости, признание, значит, широкого международного – это главная задача, и она
с трудом решается, понятно по каким причинам, то внутри много очень вопросов, которые нам никто не мешал бы решить. Когда люди говорят и говорят часто о том, что с нами происходят очень серьезные трансформации, очень серьезные изменения, прежде всего делают упор на Апсвара. Хотелось бы услышать от вас ваши размышления о том, как разные поколения, я имею в виду ныне живущих абхазов, разные поколения, от самых молодых до самого почтенного возраста, как они позиционируют, я думаю, что вы над этим размышляете, именно в пространстве Апсвара, но я предполагаю, что это происходит по-разному. А вот что думаете вы по этому поводу? Как наши поколения разные позиционируют в пространстве Апсвара? Наша, вот, скажем, культура, национальная культура, она в широком смысле тоже употребляется как абхазская культура, но есть и в узком смысле Апсвара. Это своеобразный кодекс, это свод правил и норм жизни абхаза. Вот когда мы говорим о Апсвара, да? Значит, вот эта наша культура и наша Апсвара, она тоже изолирована, оставаться не могла. Она тоже находится в открытом мировом пространстве. Она изменилась. Коль скоро изменился носитель этой культуры, то, естественно, культура изменилась. Культура остается той культурой, какой она была, когда ею человек удовлетворяет свои не только витальные потребности, а социальные, политические и другие потребности, когда удовлетворяет, тогда его культура жива. Если абхаз сегодня начинает жить по другой культуре, а он этого не замечает, что он живет уже по другой культуре, но он по традиции, по инерции мышления, по инерции психологии считает, что он Абхазия соблюдает и патриот Абхазии, и патриот абхазской культуры. Он не соблюдает. Он живет по принципам других культур. Сегодня основной потенциал, человеческий потенциал или свой потенциал люди главным образом тратят на приобретение богатства. Для абхаза богатство не было такой самоцелью или такой ценностью, какой ценностью богатство стало ныне. Или посмотрите вообще на поведение, как много сегодня правонарушений стало. Правонарушение это означает, что он уже нарушает законы Апсвара. Если в колодец беременную женщину абхаз бросает в колодец и забрасывает ее гранатами. А теперь представьте, кто он? Или абхазец, если бензином обливает другого и сжигает, так ответьте, пожалуйста, кто он? Когда абхаз это так делал? С каких пор он начал это делать? С каких пор он начал вести себя так? Совсем недавно. А мне за 80 лет, и я хорошо помню, как в мои молодые годы вели себя люди. Во время Великой Отечественной войны и послевоенный период, когда была голодовка 46-й, 47-й, 48-й года, я помню это хорошо, как люди себя вели. У нас было и время, Ира, это вы прекрасно знаете, когда не было никакого государства. Во второй половине XIX века абхазы сохранили себя. Школы стали открывать, письменность стали создавать, просвещенных людей стало появляться. Мы стали создавать абхазскую художественную литературу.
Мы стали создавать науку. И все это без государства. Не было никакого государства. А вот такие процессы тогда пошли. Люди потянулись к образованию, к просвещению, к современной культуре. А теперь представьте 20 век и сравните, кем мы были в 20 веке, что у нас было и что сегодня после 20 века у нас осталось. Понятно, что мы, абхазы, как и другие народы в других культурах, это было всегда. Мы берем какие-то культурные универсалии, нечто похожее на то, что есть у нас, мы находим в других культурах, их адаптируем и так далее. Это в основном происходит стихийно. Но говорит ли то, что с нами сейчас происходит, о том, что все-таки более глубокая трансформация, и мы больше потянулись не к культурным универсалиям, а к порокам других культур, или, скажем, к порокам больших наций, других обществ. Потому что какие-то единичные факты, они бывают вопиющие, но эти вопиющие единичные факты, они на самом деле единичные, или они отражение каких-то глубоких изменений внутри нашего фундамента. Да, знаете, что я вам скажу? То, что с нами сегодня в Абхазии происходит, с абхазами происходит, они имеют, конечно, внешние истоки. Отношение к культурным ценностям, подлинно человеческим культурным ценностям отношение изменилось в мире вообще. Запад отказался от своей культуры. Где сегодня на Западе вы можете назвать Платона, Сократа, Аристотеля, Гегеля, Рафаэля, Бетховена, Толстого, Достоевского? Вот, если даже Россию мы возьмем, представьте Россию XIX века, XX века и представьте Россию XXI века. Значит, везде наблюдается. Запад тоже не особенно хочет. Вот что, собственно говоря, таится в западном либерализме. Это отрицание западной культуры. Она была традиционная. Культура всегда традиционна. Нетрадиционной культуры вообще не бывает. А либерализм, значит, смотрит только в будущее, не оглядываясь назад. Если мы прошлое теряем, то будущего нет. Запад пошел по такому пути. Это путь капитала. На смену культуры пришла цивилизация? Техногенная цивилизация. Не просто вообще цивилизация, а техногенная цивилизация. Это инструмент капитала. Капитал не нуждается в культуре. Культура это, знаете, культура это самоценность человека, для него это самоценность. Более высокой ценности у человека, чем он сам. Я имею в виду человек не индивида, а вообще человека. Более высокой ценности нет. А для цивилизации, конечно, самая высокая ценность – это капитал. Опять же, давайте вернемся к себе, поговорим о нас. Да? Вот скажите, вот в контексте моего вопроса, Апсуара. Да. Скажите, вот можно лаконично сказать, как старшее поколение, нынешнее, относится к Апсуара? Мы жили по законам Апсуара. Мы соблюдали, старались, по крайней мере, соблюдать. А у нас другого и не было. Это не просто мы какие молодцы, а было время другое. Было время другое, 20 век. А вы представьте вообще историю, посмотрите вообще 20 века, как интеллигенция себя вела. Мы себя вели так не потому, что мы хорошие были люди, а общество так вело. Абхазы так себя вели. А сегодня уже, конечно, естественно, мы не видим, что последующее поколение придерживается тех традиций. Да, мы этого не видим. Для молодых людей, для подрастающего поколения мы видим уже
новые технологии, новые стандарты, новые цифры, новое мировоззрение. И более того, значит, они, знаете, вообще не особенно, вот вы историк, сейчас новое поколение нашу историю не знает. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что людей сейчас, сегодня, вот если взять статистику правонарушений, в том числе, значит, законов и норм Апсвара, но с точки зрения правонарушений численность их растет, численность наркоманов растет, численность людей, входящих в какие-то преступные группировки, растет. Знаете, значит, численность владеющих абхазским языком сокращается. Растет, то есть сокращается и численность старшего поколения тоже сокращается. Население, абхазское население, стареющее население. Вот если мы вернемся к старшему поколению, к старшему еще раз, вот я задумывалась над тем, что вот в советское время, когда мы были абсолютно молодыми еще, я помню поколение, самое старшее поколение, это были очень авторитетные, очень мудрые. Это поколение стариков, которые, скажем, не учились в школе. Сейчас вот старшее поколение, которое есть, если сравнивать с тем поколением старших, в чем главная разница? Что касается старшего поколения, Ира, я, несомненно, согласен с вами. Мы тоже несем груз ответственности за судьбу молодых. Видимо, вот мы не смогли, вот после военный период, особенно старшее поколение, оно не смогло сыграть ту роль, какую роль оно играло в 20 веке. Не смогло сыграть этой роли вот по причине, опять-таки, самой войны. Во время войны решающую роль играло молодое поколение. И после войны это поколение, оно уже стало, знаете, выработанное во время боев психологию, оно стало применять уже после войны. И само вот старшее поколение, что оно само возносило заслуги молодого поколения, по-абхазски хаджкун свешами хапсадгил шехчедрхид и харгалет. Вот резонансное отражение. Они как бы должны были оценить их заслуги, но они передали все общество как бы в их владение, умственное, психологическое владение, и старшее поколение как бы отстранилось. После военный период они вновь остались в одном обществе, но уже они занимали разные морально-психологические статусы. Вот результат, вот это сказалось, что старшее поколение не смогло играть ту роль, какую оно играло в предыдущий довоенный период. Если мы перейдем к молодому поколению, конечно, в деталях в этой проблеме сейчас вот в таком формате вряд ли мы с вами будем разбираться, но какое вот общее восприятие его вами? Молодые абхазы, молодое поколение. Я думаю, что, конечно,
в одних красках рисовать и одну оценку выставлять представителям всего Общее будущего восприятие. поколения. Да, общее. А если говорить с точки зрения какой-то общей тенденции, то молодежь, конечно, она подвержена быстрому изменению. И с точки зрения тех ценностей, которые эта молодежь усваивает, да, то есть она может представлять интерес для себя и может представлять интерес, то есть человек должен, знаете, по-абхазски это звучит вот так: «Зухбоуто яшухи». То есть человек должен быть в контексте своего времени, где-то это тоже нужно понять. Оно счастливое, это поколение, с вашей позиции? Все зависит от того, как оно будет само себя воспринимать. Я уже по возрасту не могу молодым предлагать в качестве истин непререкаемых ничего. Потому что у каждого человека своя истина. Истина тогда, когда истина то знание, когда оно является продуктом твоего ума. Не то, что кто-то тебе сказал. Но я думаю, что среди нашей молодежи есть и такая часть, которая понимает значение опыта, жизненного опыта, опыта старшего поколения. И способны оценить это. Оно при таком информационном наводнении, в котором вот это поколение, нынешнее молодое поколение оказалось, а информация – это страшная вещь. Нынешняя информация, нынешняя техногенная информация, она захлестывает все. Не случайно, вот вы в начале вы говорили о том, что существует глобальное сообщество человека, существует там региональные, Запад, Восток и прочее. Существует две модели, противостоящие друг другу. Одна модель говорит, что будущее человечества – это наднациональное. На национальной основе человечество устроено быть не может, поскольку все конфликты, которые зреют и проявляются в среде человечества, они в конечном итоге вот из-за национального различия. И потому будущее человечества должно быть основано на каких-то наднациональных, надэтнических, на гражданских принципах. Сложившаяся ситуация с пандемией Да. не разрушает эту теорию? Нет. Не противоречит этой теории? Нет, не разрушает. Как раз, знаете, вообще, вот последствия пандемии может к этому где-то и вести. Но ей противостоит восточная модель. Восточная модель гласит, что будущее человечества, оно может быть только как продолжение культурного, этнического, национального разнообразия человеческой истории. Вот Восток по этому пути идет. Попробуйте, например, скажем, в Японии, вот, несмотря на то, что у них техника На высочайшем уровне. на высочайшем уровне, вы попробуйте их традиции отменить, заменить. А вы посмотрите, как они вообще провожали своего премьера, своего короля и принимали, чествовали нового короля. По каким законам? По традиции самурая. Между Японией и Соединенными Штатами давнейшая полемика идет, потому что экономическая конкуренция идет. Японцы вынуждены были сказать: мы представители другой культуры. Абсолютно правильно. Но в то же время японцы 21 века и японцы 20 века, они, наверное, уже серьезно разные.
Вы знаете, в принципе, самурая они сохраняют, они очень берегут их. Они очень берегут. Хотя они развиваются. Вот это уникальный пример, это уникальный случай, но не только уникальный. И в Китае тоже так поступают. И в Индии тоже так поступают. И во многих восточных странах, значит, так поступают. И в конечном итоге, конечно, прогнозировать, как человечество, в каком состоянии будет, очень трудно. Но одно несомненно. Идет как дезинтеграция разных обществ друг от друга, так и интеграция. Да, две Это тенденции единый главные. процесс. Ну да. Интеграция и дезинтеграция. И мы в этом процессе оказались. Когда мы жили в Советском Союзе, мы были очень защищены. Сегодня гораздо менее мы защищены. Хотя у нас есть свое государство. Да. Но сегодня в открытом пространстве. И причем мы находимся в такой зоне, где очень зона конфликтная. Здесь соприкасаются геополитические, другие цивилизационные, культурные, языковые, лингвистические, какие хотите интересы здесь очень переплетаются. Носителями настоящего Апсура были более старшее поколение, это надо признать. И мы всегда говорим, что очагом сохранения культуры, Апсура в том числе, является деревня. Что происходит с деревней? Старшее поколение, оно находится там, в деревне. Сыновья уже в городе. Они навещают по субботам и воскресеньям, а дети, то есть внуки того старшего поколения, уже воспитываются в городе. Они выросли и растут в городе. Вот самое дед, сын, значит, внук, они одни мечутся между деревней и городом, а третий уже в городе, младший. Вот что младший воспринимает, что он видит, что он слышит. Он бы как бы в таком мультикультурном сообществе находится. Это не вредно, это неплохо. Мы не говорим, что плохо, что то, что в городе происходит, это плохо. Но он постепенно отрывается от корней своих, отрывается от деревни и становится чисто городским. Это очень хорошо, если родители находят в себе достаточно возможностей для того, чтобы прививать ему то, что, так сказать, получили они от своих отцов, от своих этих. Высокая нравственность абхазца, она происходила не от того, что он рождался таким, а от того, что его воспитывали. Он воспитывался в этой среде. Вы считаете, что вот этот градус восприятия наших традиций, Апсура, ослабевает по мере движения по этой цепочке? Безусловно, ослабевает. Я здесь должен сказать еще и о другом. Ведь 20-30 лет тому назад на эту молодежь, на детей, которые растут в городе, влияние оказывали только родители, среда, дедушки, бабушки, деревня. Сегодня у них появилась, знаете, альтернативный воспитатель появился, интернет. Перед ними открылся такой мир, знаете, который объять невозможно. И как этому молодому человеку, которому 10 лет от роду, предположим, или чуть старше, разобраться во всем этом? И как помочь ему разобраться, если родители, они осваивают эту технику, вот эти гаджеты, вот этот интернетный мир, вот это вместе со своими детьми. И иногда и оказывается, что они слабее оказываются. И они, так сказать, дети, в данном случае, дети как бы движутся очень быстро. Это молодое поколение вообще, оно очень, так сказать, восприимчиво ко всему новому. Почему молодежь, так сказать, она всегда передовая, потому что она восприимчива, она энергична.
самоуверенно более. Иногда, конечно, эта самоуверенность приводит к нехорошим последствиям и прочее, но при наличии рядом старшего человека все эти качества очень нужны, очень нужны, очень нужны в обществе, очень нужны. Мы говорим, молодежь – наше будущее. Вы знаете, если просто так вот думать о молодежи как о будущем, то она и постареет, и будущего не дождется. Молодежь должна участвовать в том, что происходит сегодня. Для этого она должна быть, конечно, соответствующим образом подготовлена, образована, так сказать, воспитана. А разве мало у нас таких людей? Вы считаете, что на самом деле старшее поколение в ходе Меняется. войны, после войны сильно изменилось? Изменилось тоже, к сожалению, так сказать, И изменения чем это происходят. объясняется? Да. Вы знаете, я тоже объясняю это изменениями в окружающем мире. Они ведь тоже восприимчивы к тому, что происходит. У них начинается сомнение по многим вопросам. Да. А эти сомнения каким-то размышлениям, одни тянутся к одному, другие к другому. Конечно, нельзя не заметить того, что авторитет старшего поколения постепенно снижается. Это тоже связано с новыми влияниями в жизни. Это тоже Свою связано... роль они уступили или они были вынуждены смириться с тем, что у них теперь другая роль? Конечно, они вынуждены. Им не хватает... нельзя сказать о старшем поколении, что вы, так сказать, не готовы к новой жизни, к тому, что сейчас происходит, но на самом деле, если постоянно, так сказать, не быть на острие науки, я не знаю, образования, постоянно не работать над собой, конечно, все уходит, ты остаешься. А вот война как-то повлияла на то, чтобы изменилась роль старшего поколения? Знаете, к сожалению, оно политизировалось. Оно тоже политизировалось. Вы обратите внимание на вот эти митинги, когда проходят. Приглашают, кого привозят политические наши деятели на эти митинги. Представители старшего поколения. И вот вы наверняка обращали внимание, о чем они говорят, как они говорят. Знаете, ведь это не сравнить с тем, как говорили наши старшие на народных сходах, на народном собрании. Это ведь совершенно разная картина, разная. Вот, знаете, какая-то злость, какие-то нотки, которые вообще не присущи, так сказать, абхазству, вот этому, так сказать, старшему поколению это не было. У меня был родственник, он умер, ему 107 лет было, но я никогда не слышал, чтобы он повышал голос. Ни на маленького ребенка, ни собеседнику, даже если ему очень не нравилось что-то, значит, он никогда. Самое страшное, что он мог сказать, фасад, чтобы молния поразила. Это было страшно. Если он это произносил, это считалось, что он в таком страшном гневе. А я не говорю о всем старшем поколении. Да, а все старшее поколение, то, упаси Господи, нет, конечно. Это уважаемых людей очень много, все. Но ведь на первый план выходят не те, которые действительно несут в себе вот эти элементы Апсвара в полной мере, а всегда мы видим тех, кто растерял их в силу каких-то причин и пытается приобрести что-то новое. Ну что в политике ему делать? Ацараса суп, ахшуй пюп. Ну, если перевести на русский язык, образование – это гость, так сказать, а хозяин – ум. Да. Это же очень мудро сказано. Эти люди были настоящими философами. И мне кажется, вот каждое слово, сказанное им, надо было записывать, потому что нигде это не встретишь. Никакая наука. Наука – это сумма знаний. Это очень важно, потому что в настоящем нынешнем мире, да и вообще всегда образованный человек, получивший сумму знаний, это он отличается намного от тех, кто не получил никакого образования. Но опыт, жизненный опыт,
некоторые могли этот жизненный опыт так использовать, что мне кажется, что ни один день в их жизни не пропал даром. Над всем они размышляли. Это были философы настоящие, не имевшие образования, но настоящие философы. И я не вижу здесь противоречий, это просто развитие вещей, развитие, вот, знаете, в развитии так происходит. Это период, когда рождались, когда жили такие люди, значит, когда их слушали, не мешали им, так сказать, развивать свои мысли и прочее, и они решали многие вопросы, когда совет старейшин считался священным органом фактически, потому что слово совета старейшин во многих странах, это не только у абхазов, это у многих народов есть, так сказать, вот такой институт, где совет старейшин решает многие вопросы. Но сегодня все меньше и меньше становится людей, не имеющих образования. Сегодня уже живут люди, которым 90 лет, может быть, там 100, самое больше. Этих людей образование уже коснулось. Оно коснулось, каким-то крылом своим оно коснулось. Поэтому сказать, что они совершенно не образованы, они не умеют читать, это уже нельзя. Поэтому то старшее поколение, которое почиталось, значит, всеми как чуть ли не святыми, они уже, так сказать, фактически отошли в мир иной, уступив свое место другому поколению. Смена поколений идет. Я не скажу, что хуже будет. Вы знаете, мы с такой высокой меркой требовательности относимся ко всему. А может, надо принимать все как есть на самом деле, и искать среди них людей, вот достойных, которые, так сказать, отвечали бы всем тем критериям, которые мы предъявляем им. Молодое поколение, мечущееся, ищущее себя, это хорошая черта, часть, стремящаяся к получению образования, и, значит, к счастью, получающая у нас и за рубежом. Вот. Но беда в том заключается, что практического применения они своим знаниям в Абхазии не находят. Посмотрите, сколько людей. Я помню, как Владислав Григорьевич сразу после войны первым его, так сказать, вот стремлением было, говорил: старик, нам надо наладить возможности обучения нашей молодежи. Он, как человек от науки, так сказать, понимал, что значит образование. И на Северном Кавказе, в республиках Башкортостане и в Татарстане по его просьбе, значит, организовали бесплатное обучение наших студентов. Это было величайшим достижением. А у меня даже где-то есть документ, постановление Совета министров этого Татарстана, вот по каким специальностям и прочее, на бесплатной основе, как обучать наших. Шаймиев, так сказать, там тогда подписывал этот документ, и многие наши учились. Посмотрите, сколько у нас врачей, выпускников. Но большая часть выпускников российских вузов остается в России. Определенной программы работы с молодежью нет. К сожалению. Нет ее. Они, так сказать, с ними, я еще раз повторю, лучше работает интернет. Скажите, И- вот главное, какое качество положительное вот привлекает вот в молодом поколении, что Вот вам нравится? судя по тому, что я вижу, молодое поколение не потерянное, абсолютно не потерянное. То, которое получает образование, учится, та часть молодежи, которая на виду, это не то, что не потерянное. Есть очень много, которым мы будем гордиться когда-то. Очень много молодых людей таких. Бояться за них особо не надо, им надо помогать. А вот какое качество молодежи настораживает? Вы знаете, настораживает меня многое, настораживает. Я бы, например, так сказать, в молодом человеке не хотел бы видеть категоричность. Да, категоричность. Категоричность суждений, она проистекает от отсутствия опыта. А ему, молодому человеку, кажется, мне так кажется, я не знаю, может быть, я не прав, но мне так кажется, что вот то единственное мнение, которое он как-то выработал на основе
там чего-то, там какого-то маленького опыта, ему кажется, что это единственное решение этой проблемы. А у проблем бывает очень много способов решения. Есть лучшие, есть худшие. Знаете, и мне кажется, очень много людей среди молодежи, которые не способны отказаться от своего мнения в пользу другого, лучшего. Да, Это интересно. Это очень опасная штука. Это для работы в коллективе, для работы, так сказать, в социуме, так сказать, если ты не можешь отказаться от своего мнения, которое тебе казалось лучше, но ты, так сказать, убедился, что это мнение лучше, это уметь отказываться от своего в пользу лучшего, это, но определить это лучшее, это тоже нужно, так сказать, уметь. Практически их должны вести, помогать. Молодежь не любит, знаете, когда их кто-то опекает, им кажется, что ну, я все знаю. Знаете, все знать никто не может. Когда кто-то хочет обратить внимание на то, как мы изменились, обращаю внимание, вот смотрите, на что стали похожи наши свадебные торжества. Посмотрите, что происходит, как трансформируются наши поминальные обряды. Вы знаете, был знаменитый антрополог, голландский, нидерландский антрополог Хайзинга. У него есть книга «Играющий человек», «Homo ludens». А вот там он описывает первобытные разные племена. У него есть понятие агональная культура. Культура, которая исчезает, разрушается. То есть и он дает описание, как культура разрушается. Примерно вот так, как в нашем нардском эпосе. В нардском эпосе, Ира, есть сюжет, когда нарты уходят со сцены. Они же были героями, они были красивее, они были братья. Сестра одна была красавица, и мать какая мудрая. Значит, они были вот, это этнос, это народ. А когда исчезает, как исчезает, они становятся смешными. Они уже никакие не герои. У них уже образ совершенно другой, противоположный. Вот эти процессы, кстати говоря, эпические, все эпосы так завершаются. История любого этноса, любого народа, любой нации тоже так завершается. А где, скажем, значит, культура ацтек? Где, скажем, вавилонская культура? Где египетская культура, древнеегипетская культура? Но если мы все это знаем, и мы помним Демокрита, если не ошибаюсь, который говорил, что все течет и все изменяется. Да. Да. Вы философ, и вы Да. это прекрасно учитываете. Все это зная, понимая и так далее, что мы должны делать? Мы должны попытаться в статичности какой-то сохранить какие-то очень важные традиции, или все-таки мы должны попытаться как-то выйти из этой ситуации, может быть, частично в другом качестве? Спасибо. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Значит, когда я говорю о наших реалиях, текущих реалиях, меня, как правило, воспринимают так, что я как будто уже постарел и духом упал, и никакой надежды, никакого будущего я не вижу и так далее, и так далее. Да, можно так тоже воспринимать. Но я об этом говорю, о трудностях, проблемах для того, чтобы человека заставить, чтобы он думал о своем будущем. Я не столько пессимист, сколько оптимист невероятный. Оптимист, потому что трудности
трудности, которые мы переживаем, это самый хороший и мудрый учитель. Лишь бы был ученик достойный, которым учится всему этому. Значит, если все благополучно, это очень плохо. Для интеллекта, для развития интеллекта, да, это очень плохо, когда все хорошо. И для развития интеллекта очень хорошо, когда плохо. Потому я считаю, что должно быть как? То есть перспектива есть. То есть и не совсем должно быть критично плохо, и не совсем должно быть хорошо. Не бывает, чтобы все было хорошо, и не бывает, чтобы все было плохо. Ну, тогда есть шанс. Да, конечно. То есть всегда есть в человеческой жизни, в человеческом существовании, всегда есть выход из ситуации. Из самой критической ситуации всегда есть выход. Другое дело, одни погибают, потому что не нашли этого выхода. С чего мы должны начать для того, чтобы найти выход? Чтобы найти выход вот из этой ситуации, это вовсе не значит, что вот был опыт, исторический опыт хороший, когда абхазы были, государство свое имели и вели, жили хорошо и так далее, и так далее. Хотя мы не знаем, жили ли они хорошо, и вообще, что такое хорошая жизнь, это тоже сугубо субъективно и так далее. Ну, мы часто Да. идеализируем прошлое. Да, Бывает. да, конечно. Хотелось бы, чтобы, знаете, вот в будущей жизни, чтобы, то есть вы оцениваете жизнь хорошей, когда вы ее сами создаете для себя. Не для себя лично, не для, скажем, но когда народ создает, народ творит, народ зарабатывает, народ работает на себя. Не кто-то этот народ кормит, платит пенсию. В Китае вообще пенсии нет. А мы ведь жили хорошо и пенсию не знали. Если смыслы, которые есть, не работают, что надо сделать? Выход из этой ситуации я вот как вижу, конечно, в обществе, в среде народа должна сформироваться какая-то элита, мыслящая элита. Не политическую я имею в виду, хотя в этой элите, конечно, и политическая элита должна быть. То есть должна быть какая-то элита, влиятельная. Когда элита сформировалась в конце XIX века, наш народ, оставшийся на территории Абхазии, выжил благодаря вот этой элите. Ну, а как тогда у вас с Марксом? Историю делает народ? Ну да, значит, понимаете, значит, это христианские возрождение христианства в Абхазии, на Кавказе в целом, письменность, появление письменности, открытие школы. Детей абхазцев стали обучать в различных учебных заведениях. Они возвращались, уже образованные люди. И понимаете, и кроме того, на самом деле какая-то тяга в обществе была. Ведь представьте вообще, отец и мать Дмитрия Иосифовича Гурля, да? Они не простые крестьяне, необразованные люди, а их сын стал основателем абхазской литературы. Он образование получил. Он письменно стал создавать. То есть они его поддержали. Родители поддержали, но не только родители. В Джгердах для Гулю специально, официально приняли джгердинцы, быка зарезали у некого Ашуба, Ачара изруит. То есть они видели выход в той ситуации. То есть образованного абхаза, умного, грамотного абхаза
общество, крестьяне воспринимали хорошо. Так стремление к свету. То есть тяга какая-то внутренняя, они не понимали, но тяга была к просвещению, к образованию, к культуре, к письменности, ко всему этому тяга была. Знаете, люди склонны относить вот эти свадьбы и поминальные там церемонии капсулы. Но они к капсулу имеют такое же отношение, знаете, отдаленное совершенно. Потому что свадьбы по, так сказать, канонам, что ли, Апсвара, это совершенно другая церемония. Это совершенно по-другому проводилось. Мы настолько трансформировались, Да. настолько оттуда отошли, что это стало коммерческим мероприятием. Просто коммерческое мероприятие. Люди даже по этим соображениям не могут отказаться даже в наше время, вот сейчас, когда пандемия свирепствует, как пир во время чумы, люди стараются сейчас провести какую-то свадьбу, там, собрать людей. Вы понимаете, а потом мы говорим, что мы боремся с этим. Не надо бороться. Я, например, не способен бороться с пандемией, не буду бороться, я просто берегу себя. Просто беречься надо. А борьбу с пандемией ведут врачи. И спасибо им большое. Вот они тут борются действительно, а мы не бороться должны. Мы должны себя беречь. Кроме того, что, так сказать, экономический такой показатель там действует, деньги, которые, так сказать, я куда-то понес, везде должен вернуть, и свадьба, так сказать, такой проект, можно сказать. Есть еще, знаете, вот, как сказать, чувство стыда, бхашироп. Это ложный стыд. Бхашироп, значит, стыдно, если я своему сыну не сыграю свадьбу. Стыдно, если я дочь просто так выдам и не будет там, значит, все. Известный американский астрофизик, Тайсон его фамилия, астрофизик очень известный, очень интересный. Я недавно слушала его интервью, и он сказал такую интересную вещь. Когда растешь в городе, ты не видишь неба. И вот это натолкнуло меня на такую мысль. Разница между городской молодежью и сельской молодежью, она всегда была. Вот сейчас что происходит? Это разница ввиду того, что интернет появился и так далее, мобильная связь и прочее. Стирается эта вот разница, некая непохожесть, которая, кстати, была неплохо абсолютно. И это было нормально даже с моей точки зрения. Да? Вот. А сейчас вот что с этим происходит? Какие-то важные процессы вы наблюдаете? Я по этому вопросу могу сказать только следующее. Здесь идет достаточно динамичный, сложный, противоречивый и стихийный процесс. О каких-либо закономерностях, к чему это в конечном итоге может привести, говорит пока преждевременно. Идет миграционный такой процесс. Мы хотели бы вообще этот вопрос изучить. Село, оно гораздо больше, чем город, воспитывает вообще человека. Но по образованию город опережает село. Город больше дает для образования. Но здесь важно, Ира, что важнее из них? Воспитание или образование, они делятся. Хотя между ними тесная связь и взаимные переходы между образованием и воспитанием. Но смешивать их тоже нельзя. И нужно оценить, что важно. Понимаете, ты говорила уже о том, что люди были неграмотные, но они были умные. Вот когда Платон оказался в Древнем Египте,
древнеегипетские мудрецы, он изучал вообще государственное строительство Древнего Египта и увидел, что каста жрецов в этом государстве занимает господствующее положение. И решил с ними общаться, беседовать и так далее. Вот как мы с тобой сейчас беседуем. Они сразу же ему вопрос задают. Есть ли старцы у эллинов? Когда Платон сказал о том, что есть, они не поверили ему. Эх, вы, эллины, вы вечно молоды, и потому у вас нет перспективы, потому что старцов нету, и эллины погибли. Они вот такой тоже находились вот в конце первого тысячелетия до нашей эры, и эллины переживали такой же кризис, как мы сегодня переживаем. И они исчезли. Понимаете, здесь важно, очень, очень важно, чтобы вот этот опыт старцов, чтобы этот опыт сочетался с энергией живых, младшего поколения, последующего поколения, и чтобы все было здесь взаимосвязано. Одно только поколение не может быть доминирующим. Все они должны взаимодействовать, и единое целое должно находиться в жизни общества. Если бы, конечно, сейчас мы сидели бы за столом и поднимали бы тост, да, но я бы сказала, чтобы, дай Бог нам такое молодое поколение, такое новое поколение, которое будет, ему не будет навязано, а оно внутренне будет любить, уважать, подражать, ценить старшее поколение. Навязать трудно это очень. Да, я еще раз повторяю, старшее поколение тоже не должно думать, что оно должно все сделать для младшего поколения, для последующего поколения, и не оставлять ему ничего, кроме того, что пожинать плоды старшего поколения. Каждое поколение должно получить от предыдущего поколения то, что необходимо для самостоятельной жизни этого поколения. Сельская молодежь сейчас не ущемлена в возможности получения знаний. Никак. Я имею в виду опять вот эту технику, которая доносит до них, доводит в любом уголке пещеры. Можно сидеть сегодня и получать информацию со всего мира. Человек, который умеет пользоваться, умеет читать, он имеет возможность развиваться. Ну и образование, плюс школа, плюс окружающие, плюс встречи, плюс контакты. Это совершенно другое. Сегодня другой вид. Сегодня нет необходимости неделями добираться до какой-то деревни, там, на лошадях или там, пешком. Сегодня транспорт у всех. В час, 2 часа из любого села можно попасть в столицу. Знаете, коммуникации облегчились. В общем, сегодня все легче, все доступнее стало, образование стало доступнее. Если не смог поступить, предположим, на бюджетные вот эти вот, предположим, места, то можно за оплату получить возможность получать образование. Так что все доступно. В советское время этого не было. Вот когда я говорил о том, что мне не нравится в молодежи, то, что некоторые не могут отказаться от своего, предположим, мнения, так сказать, вот это как раз оно не только у молодежи, оно и у старшего поколения. У старшего поколения, которое в силу обстоятельств, в силу вот такого сложного нахождения нашей республики политизировано все. Нам дали возможность новая Конституция, которая провозгласила права человека впервые, так сказать, это вообще революционное такое событие, она и же произвела разделение властей. Это принципы демократии, так сказать. Вот. Теперь нужно было, да, выборы, альтернативные выборы.
Ну что такое альтернативные выборы? Это в конечном счете суметь отказаться от своего мнения в пользу того, за кого больше проголосовало человек. Это демократический принцип демократии, основной принцип демократии. Мы к этому не готовы оказались. Совершенно не готовы. Хотя в народном собрании, когда старейшины говорили, что вот нужно так поступить, все соглашались с этим. В советское время было голосование, выборов не было заново. А тут, я помню, в 1999 году, когда на выборах президента была попытка выставить альтернативу Владиславу Григорьевичу, Леониду Ивановичу Лакербая. Помните? Помните, что произошло, сколько было? И куда повернули? Удар по авторитету Артема. Не было никакого удара. И сам Леонид Иванович тоже прекрасно понимал, что он Не выиграет эти конечно, не выборы. выиграет. Да. Там, так сказать, альтернативы Владиславу Григорьевичу не было при его огромном авторитете, при том, как отношение к нему. Но покушение, только то, что кто-то посмел выставить свою кандидатуру, как это возможно? Вот когда говорят, что у нас народ разделился, вот тогда оно все началось, но это разделение не просто в том, что вот это неумение отказаться от своего мнения, кажется, что весь мир разрушится от того, что не прошел тот кандидат, за кого я голосовал. Боже мой, вы знаете, нет другой системы более демократичной, чем та, которая есть. Нет ее, просто человечество не выработало, поэтому нам нужно приспособиться к ней, нам нужно каждому понять, так сказать, я не знаю, достаточно образования для этого у всех должно быть, достаточно должно быть соображения, практичности, чтобы уметь соглашаться с тем, что кто-то проходит. Парламентскую форму правления, а парламентской формой правления, извините, тоже надо будет примеры выбрать, где его будут выбирать. В одном месте легче там сконцентрироваться, туда прийти, так сказать, и разломать все двери, окна и прочее, так сказать, чем это. Просто нам всем нужно понять, что этот процесс, он неизбежный, его надо, пережить, его надо, таким образом не воспринимать это как трагедию какую-то, а воспринимать как нормальное явление. Не все президенты были теми, за кого я голосовал, предположим. Ну и что? Есть такой афоризм, который я очень уважаю. Когда нет выхода, ищут вход. Надеюсь, что мы все-таки найдем этот вход, а значит, однажды и выход тоже. С вами было чрезвычайно интересно. Спасибо. Спасибо за уделенное время. Мы еще будем говорить и говорить о смыслах и ценностях нашей жизни до войны, после войны. Очень надеюсь, что это не просто разговор, это некая боль, которую мы выносим на экран, и надеюсь, что это получит продолжение.